71 год прошел со времени окончания Великой Отечественной войны. Выросло не одно поколение людей под мирным небом, не знавшие голода, бомбежек и других ужасов войны. Но сколько бы лет ни прошло, мы не имеем права забывать, кто и какой ценой завоевал для нас право на жизнь, потому что каждый клочок нашей земли обогрен их кровью и слезами. 12-ю школу города по праву, наверное, можно назвать самым патриотическим учебным заведением города. Ведь школа носит имя героя Советского Союза, нашего земляка Федора Белова. А учащиеся глубоко чтят память героя, того самого, который особо отличился при форсировании реки Одер в районе города Олау в Польше 26 января 1945 года. И именно благодаря храбрости нашего земляка задача, поставленная перед второй батареей, подойти по открытой местности к реке, форсировать ее, не отстать от пехоты и охранять от возможных контратак противника, была выполнена. Памятник Федору Белова украшает одну из центральных улиц города и является достопримечательностью Сибая. Ежегодно в преддверии 9 мая здесь собирается коллектив 12-й школы, горожане, чтобы почтить память Федора Белова и миллионов солдат, отважно сражавшихся с врагами и подарившие нам будущее. В преддверии этого торжественного и скорбного дня мы не можем не вспомнить благодарным словом и подвиг тех, кто ковал победу. Все для фронта, все для победы. Под таким девизом работали женщины и дети, оставшиеся вместо ушедших на войну мужчин, показывая пример самоотверженного труда и патриотизма. Делали все, чтобы приблизить победу над врагом. Беспрепятственно обеспечивали фронт военной техникой. Необходимо практически ежедневно помнить и чтить то великое дело и ту великую миссию, которую выполнили ветераны Великой Отечественной войны во время боев. Сколько жизней, сколько здоровья, сколько горя было вынесено в то время. И сейчас, живя здесь, на самом деле, в гимне слова прозвучали, да? Предками данная мудрость народная. Вот эту народную мудрость надо нести через года, через века, на протяжении всей своей жизни, передавать это следующему поколению. Великая Отечественная война явила миру пример массового участия советских женщин в защите своего Отечества. Всего за годы войны в различных родах войск на фронте служило свыше 3 миллионов женщин. Отважные солдатки, летчицы, несмотря на свой солидный возраст, посещают школы, участвуют на всевозможных встречах. Участие представительниц клуба «Фронтовые подруги» в митинге придало ему особую значимость. 9 мая, конечно, очень большое значение для всей семьи, скажем, потому что наши деды, наши прадеды, наши отцы, мы дети детей войны. Поэтому это очень значимая, конечно, победа для всех семей и для всей нашей страны. Хотелось бы, чтобы наши дети, а также в последующем внуки, не забывали о том, что их предки боролись и отдавали свои жизни за счастье, за будущее, за светлое будущее нашей страны. И чтобы мы старались сохранить в наших детях светлую память об их дедушках и прадедах. В этой войне из каждой семьи погибли сыновья, братья, сестры. Поэтому никак нельзя забывать память предков, память погибших людей для того, чтобы мы жили. А для меня этот праздник еще очень особый, потому что 9 мая в этом году мой сын идет в параде на Красной площади. Я хочу поздравить всех горожан с праздником, с Днем Победы, пожелать мирного неба, счастья нашим ветеранам, долгих-долгих лет жизни. Их остается очень мало, поэтому давайте как-то бережнее будем относиться к нашим ветеранам, к нашим участникам Великой Отечественной войны. Память о героизме и мужестве тех, кто сражался с оружием в руках, самоотверженно трудился в тылу, укреплял великую державу, будет жить в веках, отметили все выступающие. Павших воинов почтили минутой молчания. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Дамир Хайбулин, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.